Выборчий участок номер 13 открыты для голосования с 8 годин раницы. С гэтага ж часу тут працуют и назиральники. Как наблюдатель присутствовал на участке и в дни досрочного голосования, и сегодня в основной день. Атмосфера на участке номер 13 благоприятная, спокойная. Скажите, пожалуйста, как проходят выборы на вашем участке? Хорошо, спокойно, никаких инцидентов нету, слава Богу. Люди идут с удовольствием. А вось на 48-м выборчым участку не ўсё праходзіла гладко. Один з выборщиков, Константин Остапук, имкнулся проголосовать двойчы. К нам обратился житель нашего района Остапук Константин Георгиевич с просьбой проголосовать на нашем избирательном участке. Было ему отказано в данном праве, поскольку сегодня нужно воспользоваться своим правом на другом избирательном участке. Председатель отказал, так как он не предъявил паспорт, и он сказал, попросил посмотреть в списках посмотрели, и уже он проголосовал на 31-м участке. Мы связались по телефону с Константином Остапуком, как высветлить мотивы его учинку. Константин Георгиевич, скажите, пожалуйста, как так получилось, что сегодня вы попытались проголосовать дважды? Я хотел проверить, как у нас работает избирательная система. Такая свайго роду проверка показала, участковая комиссия спрацавала у адпаведнасці з выбарчым кодексом. Один человек может проголосовать только один раз. У цэлым выбарчая кампанія ў Брэскай вобласці праходзіць спакойна. За яе ходам, акрамя нацыянальных назіральнікаў, таксама сочаць і міжнародныя. Яны адзначаюць высокі ўзровень арганізацыі і правядзення выбараў. Ніякіх сур'ёзных парушэнняў не выяўлена. Все проходит очень организованно, вот по нашим наблюдениям. У нас был доступ ко всем документам, которые мы хотели бы посмотреть. Никаких запретов не было. То есть все шло строго там по законодательству Республики Беларусь, по избирательному кодексу Беларуси. У вас прошла серьезная подготовка. Мы вчера уже смогли посмотреть, как Беларусь чувствует себя накануне выборов. Сегодня участок открылся вовремя. Я думаю, что выборы пройдут у вас без каких-либо серьезных проблем. Вопросов по легитимности выборов, я думаю, тоже не возникнет. Людмила Салдзина, Юрий Печур, Вероника Яковец, Александр Сивицкий, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».